Жаркие дискуссии при обсуждении вопроса о раздельном сборе твердых коммунальных отходов разгорелись накануне и в Госсовете Коми. Очевидно, что проблемы есть, их надо решать. Так, в большинстве районов сегодня попросту отсутствуют организации, которые бы вывозили отсортированные отходы до переработчиков. Тем временем контейнеры для макулатуры и пластика в некоторых муниципалитетах не обслуживаются. В Сыктывдинском районе они и вовсе заклеены скотчем. Елена Кононова о непростой проблеме. Уже 5 лет в республике пытаются ввести раздельный сбор мусора. Из казны на эти цели ежегодно выделяются немалые средства для муниципалитетов. Вот и на ближайшие 3 года в бюджете предусмотрено более 4 миллионов рублей. Только вот до сих пор не ясно, как эта система работает и куда попадают эти отсортированные отходы. Вопросом задаются как простые граждане, так и депутаты. Между тем президент поручил создать на местах все условия для вторичной переработки отходов к 2024 году. Время идет, и его не так много, чтобы успеть навести порядок в мусорном вопросе. Раздельным сбором должен заниматься бизнес. Это вторичное сырье. Но государство, на органы региональной власти возложены эти полномочия, должно способствовать и помочь, чтобы этот бизнес стал бизнесом, а не просто уделом энтузиастов и активистов. Экопункт должен появиться в каждом муниципалитете. Это место, куда жители смогут принести пластик или бумагу. В некоторых районах подобные организации уже есть. Но, как показывает практика, дело это не особо прибыльное, хлопотное. А кое-где предприниматели и вовсе считают убытки. Вот почему бизнесмены на местах не особо спешат осваивать новое для себя направление. Минприроды Коми считает, все поправимо, если грамотно подходить к вопросу. Но если компания, как пример Монди, заинтересована в макулатуре, так вот ее потоки и ее направления, она сама все обустроит. Вы даже не думаете, если мы их поставим в ранг, да, помочь Республике Коми с бумагой, с вторсырьем, они все сами сделают за нас. Не надо нам будет думать об этом. Также компания по сбору и переработку пластика. Но пока для перерабатывающих компаний это лишняя головная боль. А потому депутаты предлагают заинтересовать предпринимателей преференциями, налоговыми льготами, выделением участка, компенсацией выпадающих доходов. Инструментов хватает, тем более, что позитивные примеры, когда для экопункта достаточно всего лишь желания, в регионе есть. Тому доказательство некоммерческая организация «Экоцентр» в Сыктывкаре. Она создана силами активистов. Сюда горожане несут не только пластик и макулатуру, но даже металл и стекло. У нас все предприятия, которые занимаются переработкой, в республике есть. Металлолом собирают, макулатуру собирают, пластик собирают, все гиганты. Единственное, какие-то там, может, мелкие фракции выпадают, которые к меньшинству, но мы их научились отдавать как раз производителю плитки. Сейчас у нас появится еще один производитель, будет делать из этого мягкого пластика скамейки. При этом за собранными фракциями перерабатывающая компания приезжает самостоятельно. Доходов от продажи пластика и макулатуры общественникам хватает на то, чтобы оплатить аренду земли, а также электроэнергию и бензин. Каких-то особых проблем, о которых так много говорят на заседании, у экоцентра нет, уверяет его руководитель. Но как также складно организовать систему раздельного сбора по всей республике, вопрос все же пока открытый. Елена Кононова, Роман Боровиков, телеканал Юрган.